Прием, прием! Всем привет, друзья! Как вы наверняка знаете, самыми охраняемыми людьми на планете являются главы государств. На них возложена большая ответственность по руководству страной, а значит, лидеры нуждаются в хорошей защите. По-настоящему хорошей. В сегодняшнем видео поговорим о самых охраняемых главах государств и посмотрим, на что способны их службы безопасности. Поехали! Ким Чен Ын. Во время визита в Южную Корею лидер КНДР Ким Чен Ын перемещался в кортеже бронированных «Мерседесов». За его лимузином бежали 12 телохранителей, окружив транспорт по бокам и сзади. И выглядело это немного странно. И забавно, не будем скрывать. Обычно машину лидеров стран сопровождает кортеж из мотоциклистов, а еще чаще автомобиль едет без дополнительного эскорта, ведь он уже бронированный. Однако в случае с Кимом все иначе. Лидер Северной Кореи действительно очень сильно переживает за свою безопасность и потому, похоже, предпочитает пеших охранников. Ведь им не нужно отвлекаться на управление мотоциклом, и можно сосредоточить все свое внимание на жизни и здоровье Кима, который предпочитает, чтобы об этом заботились как можно больше людей. Охраняют лидера Северной Кореи 15 тысяч личных телохранителей. Разумеется, не все одновременно толпой ходят за ним, но цифры очень красноречивые. Кроме того, у Кима есть личная гвардия, так называемое командование охраны. Его штат составляет 120 тысяч человек. Они не только защищают вождя, но и обороняют Пхеньян, и это самая настоящая армия. Зачем Ыну столько охраны? Дело в том, что на его отца и деда покушались десятки раз, так что неудивительно, что Ким относится к вопросам своей безопасности очень внимательно. Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции тоже знает толк в вопросах личной безопасности. Его личная охрана помещается не только в огромных кортежах, несущихся по улицам со страшной скоростью и освещающим себе дорогу проблесковыми маячками. В число отвечающих за безопасность Реджепа Тайипа Эрдогана также входят снайперы, следящие за всем происходящим с высоты и готовые в любой момент открыть огонь, если на горизонте вдруг появится опасный для президента человек. Кстати, вы думаете, все главы государств предпочитают бронированные машины представительского класса? Нет, Эрдоган иногда передвигается на президентском автобусе, разумеется, с кортежем и даже стрелками на крыше этого внушительного транспортного средства. И как они только не падают на поворотах. Ну а сам президент с супругой скрывается за толстым бронированным стеклом, откуда приветствует граждан Турции. Наверное, такой способ передвижения кажется ему более безопасным. Синдзо Абэ. Самый молодой премьер-министр Японии за всю историю Синдзо Абэ по сути является главой государства. Несмотря на то, что эта страна сохраняет статус конституционной монархии, пожилой император Акихито выполняет только церемониальные функции. Достаточно сравнить его охрану с охраной премьер-министра, и все сразу становится ясно. Синдзо Абэ передвигается вместе с длинным кортежем новеньких бронированных машин в компании личной охраны. А если ему нужно выехать на оживленную трассу, секьюрити буквально высовываются из окон, чтобы попросить другие машины затормозить и пропустить премьер-министра. Да, и никаких перекрытых дорог. А помните телохранителей, которые бежали за автомобилем Ким Чен Ына в самом начале ролика? Похоже, что эта странноватая традиция есть и в Японии. Хотя здесь подобное поведение охраны хотя бы объяснимо. Вряд ли на узкой улочке поместилось бы несколько мотоциклов и сам премьер-министр внутри автомобиля. Елизавета II. Несмотря на то, что королева Великобритании, как и император Японии, не является правителем страны, на ее охрану регулярно тратятся огромные суммы денег. Это не случайно. Попытки покушения на Елизавету II происходят с пугающей частотой. Поэтому королева, как никто другой, нуждается в надежной защите. В пределах Букингемского дворца за это отвечают гвардейцы, несущие службу днем и ночью. А когда Ее Величество выбирается за пределы своей резиденции, то не делает этого без сопровождения, включающего полицию и личную охрану. И не зря. К примеру, в 2011 году двое британских подростков забросали королевский Роллс-Ройс сырыми яйцами. Одно из них угодило в лобовое стекло, другое в дверь машины. К счастью, никто не пострадал, и нарушителей королевского покоя быстро задержали. Но ведь нападения могут быть и более серьезными, и потому королеву всегда сопровождают телохранители. Альфа Конде. Что ж, самое время взглянуть на Африку и африканских политиков. Например, на человека по имени Альфа Конде.
С 2010 года он занимает пост президента Гвинеи и, несмотря на покушение, случившееся в 2011 году, кажется, не собирается прятаться внутри бронированного автомобиля. Вот он стоит и машет рукой своим гражданам и как будто вообще ничего не боится. Правда, впечатление от открытости лидера государства немного портится 10 мотоциклистами в начале колонны, кучей телохранителей, готовых в любой момент выпрыгнуть из автомобилей, и несколькими грузовиками военных. Нет, серьезно, вы только посмотрите, сколько их. Дональд Трамп. Говорят, еще задолго до избрания президентом США, когда Дональд Трамп был простым миллиардером, он нанимал в свою личную охрану только бывших агентов секретной службы и бойцов элитного спецподразделения ВМФ «Морские котики». Неудивительно, что когда дело дошло до инаугурации, президентский кортеж сопровождала довольно внушительная толпа агентов. По данным CNN, еще до вступления Трампа в должность, охрана избранного президента и его семьи обходилась властям города Нью-Йорк более чем в $1 миллион в день. После этого сумма, конечно, не уменьшилась, и знаете, когда речь идет о таких деньгах, можно позволить себе кортежи любой длины, а также любое количество агентов секретной службы в качестве секьюрити. Посмотрите на них, эти ребята явно знают, что делают. Кстати, помимо охраны, каждый высокопоставленный американский политик получает от секретной службы позывной. Так Дональда Трампа довольно предсказуемо назвали «магнатом», а его супругу Меланию – «музой». Видимо, для секретности. Владимир Путин. За безопасность президента Российской Федерации отвечает Федеральная служба охраны. Мощная, могущественная и самая скрытная спецслужба в современной России. Официальные данные о численности ФСО полностью засекречены. По некоторым данным, которые, к сожалению, нельзя проверить, сегодня охраной президента и другими заданиями повышенной важности занимается около 50 тысяч агентов. Эти люди не только повсюду сопровождают Путина во время его поездок, но и следят за тем, чтобы улицы, по которым будет передвигаться президент, были максимально безопасны для него. Несмотря на длинный список полномочий и обязанностей, главной задачей ФСО остается защита так называемого объекта номер 1. На сегодняшний день агентам удалось предотвратить уже несколько покушений на главу государства, но какие-либо подробности этих операций все еще недоступны для широкой общественности. Си Цзиньпин. За безопасность высшего руководства КНР, в том числе председателя Си Цзиньпина, отвечает Центральное бюро безопасности Коммунистической партии Китая. Общая численность сотрудников и бойцов превышает 8 тысяч человек в 7 функциональных группах, каждая из которых выполняет определенные функции. Чтобы попасть в число агентов охраны, необходимо пройти строжайший отбор. Основные критерии – политическая благонадежность, физическая подготовка, образовательный уровень и строгая дисциплинированность. Но даже несмотря на такую внушительную армию обученных телохранителей, ходят слухи, что Си Цзиньпин постоянно повышает требования к своим охранникам. Личные секьюрити Си должны иметь за плечами более 6 лет политической и профессиональной подготовки в специальном отряде телохранителей, а также свободно владеть минимум 8 видами огнестрельного оружия и, в частности, уметь легко поражать цель, стреляя одновременно с 2 рук. Каждый охранник всегда имеет при себе 3 разных пистолета, 2 ножа и 1 пакет дымового порошка. Все ради безопасности генерального секретаря. Неудивительно, что они выглядят так сурово, когда сопровождают автомобиль лидера. Кстати, вы заметили приоткрытые двери на других авто? Похоже, внутри прячутся другие агенты, готовые в любой момент отреагировать на опасность. Ведь число личных охранников Си Цзиньпина, по некоторым данным, не меньше 12. Аласан Уаттара. С 2011 года пост президента Республики Кот-д'Ивуар занимает Аласан Уаттара, известный в этой стране политический деятель. Но мы, конечно, не будем обсуждать правильность его решений в масштабах государства. Лучше посмотрите на охранников Аласана. Как и любого главу страны, президента Кот-д'Ивуара сопровождают полицейские на мотоциклах, а автомобиль двигается в кортеже. Однако больше всего нам нравятся вот эти агенты, едущие на ступеньках. Похоже, именно они и отвечают за безопасность президента, который приветливо машет толпе из люка авто. Папа Римский.
Несмотря на то, что Папа Римский – это все-таки духовное лицо, он также является главой Ватикана, а Ватикан, в свою очередь, считается полноправным государством. И о его охране слышал, наверное, каждый. Швейцарские гвардейцы выглядят слишком запоминающимися. Однако это не участники театрализованного представления, а настоящие солдаты, которые несут службу по обеспечению безопасности священной персоны Папы и его резиденции. Они обучены, вооружены и точно знают, что делают, чтобы сохранить покой главы католической церкви. Гвардейцам приходится иметь дело не только с любопытными туристами, чего только стоит покушение на Иоанна Павла II, случившееся в 1981. Сегодня должность понтифика занимает Франциск, и он открыт народу гораздо больше, чем его предшественники. Впрочем, это вовсе не означает, что общительному папе не нужна охрана, которая будет оберегать его от разных неприятных неожиданностей. Во время визитов в разные страны телохранители следуют за папомобилем по пятам и не только гарантируют понтифику безопасность, но и помогают ему контактировать с паствой. Хотите, чтобы папа благословил вашего ребенка? Скорее всего, придется передать его через улыбчивого охранника. Впрочем, Франциск полон неожиданностей и в любой момент может решить спуститься к народу. Представляете, какой это стресс для службы безопасности? Пс, дружище! Хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на Техзон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично!